У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Каб атрымаць якасную жывёлагадоўчую прадукцыю, неабходна забяспечыць збалансаваны рацыён кармлення. Канец мая, першая палова чэрвеня – самы спрыяльны час атрымаць асноўную частку неабходных на зімовы перыяд запасаў сіласу, сенажу і сена. Як у вобласці ідзе касавіца, якія тэхналогіі нарыхтоўкі прымяняюцца і колькі кармоў аграрыі Віцебшчыны плануюць атрымаць з першага ўкосу. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. 28 цэнтнераў кармавых адзінак на ўмоўную галаву жывёлы. Такія аб'ёмы трэба назапасіць у гаспадарках вобласці за ўвесь перыяд нарыхтоўкі кармоў. Зараз ідзе пачатковы этап – уборка траў першага ўкосу. З яго мяркуецца атрымаць не менш за 12 цэнтнераў. Гэта амаль палова неабходнага запасу. Особенности в этом году в том, что все-таки засуха апрельская, когда не было осадков у нас, привели к тому, чтобы несколько позже начали заготовку кормов. Если в предыдущие годы мы уже с 20 мая где-то начали заготавливать корма, то в этом году 24-25 мая только отдельные хозяйства приступили к заготовке кормов. Это сказалось, конечно, на фазах развития растений. В эти фазы злак только подошел флаг-листу, бобовый компонент, те же самые клевя, люцерна, только начали появляться бутоны, самая оптимальная фаза, поэтому вот особенности. А так, в принципе, травостои нормальные, соответствуют всем требованиям, урожайность практически не хуже прошлогоднего года. По отдельным хозяйствам даже лучше, где, особенно злаки, где применяются азотные удобрения в определенные фазы. Поэтому, я думаю, кормозаготовка ведется и будет продолжаться дальше. Люцерна – гэта каштоўная травяністая культура, якая можа даваць добры ўраджай кармоў, расце на адным месцы 5-6 гадоў і можа скошвацца до 4 разоў за сезон. Небольшие площади, к сожалению, в области. В основном это вот Витебский район, Аршанский район, на Братславском районе есть люцерна. Большого такого применения она применяется, но большого такого распространения нет. В основном у нас упоры делается все-таки на клевер луговой. Но я думаю, эта культура перспективная и правильный, хороший хозяин будет использовать. Как правило, семена это закупаются с России. У нас семеноводства нет, очень тяжело, особенно в Витебской области, очень тяжело получить семена. Клевера мы получаем, а люцерну получить очень тяжело. Поэтому из-за этого вот и получается, что небольшое распространение получило у нас. Погодные условия для вызревания семян надо определенный набор температуры, наши погодные условия не соответствуют. То есть она более южная культура, она просто-напросто не созревает. У вытворчым кааператыве Альгоўская Віцебскага района шматгадовыя травы займаюць плошчы больш за 700 гектараў. Каб забяспечыць добрую кармавую базу, убраць іх імкнуцца ў аптымальныя тэрміны. В настоящее время достаточно успешно идет заготовка кормов. Работает два кормоуборочных комбайна ККС 3000 и Ягуар 850. Работает пресс на прессовании сенажа в полимерную упаковку. Соответственно, работают косы в количестве 4 штук, которые обеспечивают задел перед комбайнами, то, что позволяет нам готовить технологичную сенажную массу. В кормах мы делаем, конечно, ставку прежде всего на многолетние травы, кукурузу, на силос. Последние 2 года мы пытаемся прочувствовать работу с люцерной, которая достаточно сложная, потому что не на любом участке она будет произрастать и давать тот урожай, который бы мы хотели иметь. Зависит от агронома, насколько он грамотно подойдет к решению этих вопросов. Но вот в этом году у нас небольшое количество, но немножко увеличили, 50 гектар люцерны, которую мы убрали на этом конкретно поле. Заготовили порядка 600, положили в яму, ложим с многолетними травами для того, чтобы процесс силосования, консервирования шел лучше. Эта многолетняя трава, как минимум должна 4 укоса давать. В наших условиях, в нашем регионе 4 укоса это большой процент выхода кормовых единиц с площади. При удачном, так сказать, стечении обстоятельств и опыте работы будем дальше развивать это. Экспериментируем, каждый год мы стараемся модернизировать свои травы. В том году мы посеяли 50 гектар люцерны. В этом году мы сняли
Очень хороший укос. Там урожайность до 110 центнеров доходила сухого вещества. Планируем снять 3 точно укоса, а может даже и 4. Также сеем пастбища, реграсс однолетний, чтобы остаться с урожаем, потому что последние годы, предыдущие, раньше те года, проблема была с кормами. То есть погода, и травы не росли. Сейчас и пастбища стараемся хорошие, немецкие закупаем, семена рапульевские сеем, чтобы были хорошие травы, пастбища, чтобы скот наш был всегда сытый. У гаспадарках вобласці сёлета неабходна назапасіць па 1 мільёну 900 тысяч тонн сенажу і сіласу. Закладку вядуць у спецыяльныя траншеі, якія сёлета працягваюць будаваць па ўсёй вобласці. Нам в этом году надо построить 203 силососенажные траншеи. Работа ведется в каждом регионе. Все на контроле комитета по сельскому хозяйству, на контроле госкомитета. Поэтому работа продолжается и будет выполнена. Было поставлено и губернатором области, и об этом говорил наш президент республики, что сенаж надо закладывать только типовые сенажные траншеи. Поэтому здесь все на контроле, и мы упреждаем эти вопросы, и в этом году я уверен, что все будет заложено по технологии. А вось для кармоў у палімерных матэрыялах не патрэбны ні траншеі, ні склады для захоўвання. Закладка зялёнай масы ў стрэйч-плёнку – тэхналогія не танная, але эфектыўная. В першую чаргу яна забяспечвае высокую якасць прадукту. Такія кармы добра захоўваюцца, прычым нават прама ў полі, і не страчваюць свае пажыўныя вартасці на працягу доўгага часу. Аднак важна выканаць тэхналогію упакоўкі і пры транспарціроўцы не парушыць цэласнасць плёнкі, інакш усе затраты могуць стаць марнымі. Для уборки зеленой массы по такому методу необходима специальная техника, так званые пресс-подборщики. Как и западные страны, мы перешли на упаковку, закладку сенажа в стрейч-пленку, то есть упаковочные материалы. Если ранее мы только закатали траншеи, где-то бурты ранее были еще 10-15 лет назад, то здесь уже новые технологии, закладка в стрейч-пленку, покупка этих новых пресс-подборщиков позволяет нам закладывать сенаж качественный, во-первых, сенаж, без минимальных потерь. И, соответственно, от этого продукция повышается, животноводческая отрасль от этого только улучшается. То есть получается больше надоя молока, больше привесы скота и так далее. Технология такова, что сначала масса скашивается, потом масса провялится, и затем, конечно, дорогостоящие пресс-подборщики, которые должны быть укомплектованы, во-первых, специальной стрейч-пленкой, потом сеткой, сначала сетка идет, упаковывается, а потом все это заматывается 7-8 до 10 обмотов стрейч-пленкой. Вот особенность всего этого материала. Это позволяет нам закрутить и положить на определенную ровную, выровненную просто площадку. Даже отдельное хозяйство буртует где-то с краешка поля, и прекрасно корм сохраняется. Подходы, подъезды в любое время можно подъехать, забрать, когда надо для животноводства. И все, решается вопрос. Данный процесс окупается, доказанный западными странами, и у нас данный процесс окупается. Самое главное, качественно, технологически провести упаковку, без всяких разрывов, потому что если, не дай бог, стрейч-пленка рвется где-то при погрузке, возможно, где-то разгрузке рулонов, то, конечно, качество корма сразу же теряется. Получается, доступ воздуха попадает туда, развиваются различные бактерии, и качество корма ухудшается. То есть тут надо технологичность. Эти приемы, как правило, мелкого такого среднего уровня хозяйства, конечно, тяжело им еще работать, а уже профессиональное хозяйство, которое на выход и молока хорошо доят, и мясо получает производство продукции на высоком уровне, да, вот эти технологии актуальны, и они будут использоваться, и у нас используются. До речі, на ўзроўні вобласці сёлета перад аграрыямі пастаўлена задача нарыхтаваць не менш як па 5000 тонн кармоў у палімерных матэрыялах на кожны прэс-падборшчык. Это не говорит, что о травах первого укоса. Это и второй укос может быть. И даже третий у кого-то там получится, возможно, в сентябре. Или однолетку. 5000 тонн на один пресс. Чтобы технику можно было купить. Для ВК Альгоўская Віцебскага района гэта тэхналогія адносна новая. Спачатку яе апрабавалі, нарыхтоўваючы пробныя партыі такіх кармоў. І на ўласным вопыце пераканаліся ў эфектыўнасці. Сёлета плануюць значна павялічыць аб'ёмы. Очень дорогая технология, очень дорого стоит пленка. Поэтому надо тщательно отнестись к этому, чтобы заготовить. А так корм отличный. Получается стрейч-пленка. Проблемы есть, да, с транспортировкой рулонов. Надо мы сразу крутим и стараемся в течение 3-4 часов свести рулоны, как требует это по правилам. Да, иногда, если не получается, то стараемся складировать
на краю поля. Ну, как бы бывает человеческий фактор, что кто-то вредит эти рулоны, как бы где-то птицы рвут, тогда клеем, то было все герметично, создать вакуум, да, и тогда она хранится, очень получается хороший корм. В любом случае это хороший корм, и, в общем-то, чем еще удобно работать в этом направлении, то, что тогда, когда у нас начинается уже уборка и зерновых культур на зерно, то небольшой отряд может продолжать работать с заготовкой кормов, вот конкретно в эту полимерную упаковку, и, в общем-то, эта работа будет продолжаться до осени. У Альгоўскім адзін прэс-падборшчык. Яго даверылі маладому, але ўжо вопытнаму механізатару Александру Пятрову. На ўраджайных палетках за дзень Александр консервуе до 70 тонн зеленой массы. Само все делает, все на автоматах. Компьютер все управляет. Норма как бы 70 тонн, но бывает и как бы поле плохое, меньше делается. Поле хорошее, сено хорошее, то и больше бывает. Рабочий день у нас с 7 до 8 вечера работаем. Если техника не ломается, как бы все идет, то заработать можно. Ну, питание, все, обеды привозят, кормят, все как бы без проблем. Кондиционера, вот, да, в тракторе нет, вот, к сожалению, вот чего того нет. На асноўнай тэхніцы падчас касавіцы задзейнічаны вопытныя механізатары. На дапаможных работах гаспадаркам, дзе не хапае кадраў, дапамагаюць працаўнікі іншых арганізацый. По кадровый вопрос актуален, не хватает и механизаторов, но это решаемые вопросы. Отдельные, знаю, регионы, что своими решениями кадры берут из лесхозов, из где-то с городских организаций, ПМС и так далее, где-то на отвозки, где-то на трамбовку. Конечно, вот на измельчение, ягуары, где высокоэффективная техника, где надо специалисты, там, конечно, работают, как правило, опытные люди, которые находятся в хозяйстве. А уже где-то на такие перевалочные, как я говорю, работы, на транспортировку там приглашаются с других организаций. Сёлета падчас пасяўной у вобласці ўпершыню былі аб'яўлены спаборніцтвы сярод механізатараў, гаспадарак, інтэграцыйных структур. Зараз прынята рашэнне арганізаваць падобныя спаборніцтвы і сярод занятых на нарыхтоўцы кормов. Соревнования объявлены по различным категориям. Это соревнования на кошение трав отдельно будет. Это соревнования на измельчение трав. Это вот как показано здесь. Это соревнования по транспортировке. Это будет между механизатором, которые вывозят эту массу в траншеи. И четвертый – это соревнования именно на пресс-подборщиках. Это соревнования будут продолжаться и на кукурузе полностью до сентября месяца. Сёлета аграрыі вобласці мяркуюць атрымаць неблагі ўраджай зялёнай масы з першага ўкосу. Для гэтага прыклалі нямала намаганняў. Праўда, у некаторых гаспадарках касавіца магла б быць і больш шчодрай. Не ўсюды ўдалося падкарміць травы ў дастатковай колькасці. Вопросы стоят подкормок, азотным удобрением, сенокосов, пастбищ, многолетних трав, особенно злаковых трав. Здесь мы, вот, я считаю, агрономическая служба области не дорабатывает. Я себе это ставлю в упрек, потому что мы очень мало, в текущем году мы только подкормили 52% многолетних трав на пашнях, которые посеяли в том году, 52%. Это недостаточно. Убираем, вот особенно злаковых трав, урожайность 100-120 центнеров, а что подкормили, был бы уже 150-160 центнеров и так далее. Вот в этом смысл. Поэтому вот этом есть недоработка нам наша, и это надо в последующие годы, конечно, решать. Задача нумар 1 сёння – убраць травы першага ўкосу ў аптымальныя тэрміны. Для віцебшчыны сёлета гэта сярэдзіна чэрвеня. Самое главное нам качественно убрать травы первого укоса. Потому что со второго укоса там уже где-то на сено, где-то на подкормочке урожай уже снижается на 30, 40 до 50%. Травы первого укоса – это основной урожай наших заготовок травянистых кормов. А дальше пойдут уже осенью однолетки, силоса с кукурузой и так далее. То есть мы доберем 28 центнеров кормовых единиц за счет второго укоса трав и за счет уборки кукурузы. На сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by можна паглядзець мінулыя выпускі нашай перадачы, прыняць удзел у інтэрактыўных апытаннях. Заходзьце і выбірайце адказ, які вам больш даспадобы. Там жа змешчаны і тэмы бліжэйшых выпускаў перадачы. Прапановы па іх, а таксама пытанні адказным за іх вырашэнне службовым асобам можна даслаць на наш электронны адрас. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!